В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Юлия Великодная и Алексей Соколов. Здравствуйте. Счастливый конец поисково-спасательной операции. Пропавшие в Анабарском районе найдены живыми. Владелец лодки, в результате опрокидывания которой погибли пассажиры на реке Алдан, помещен под домашний арест. Ответственность за автобусные перевозки без лицензии ужесточат. Депутаты Госдумы приняли поправки в закон. Как сдержать цены на хлеб? Народные избранники вносят предложение в парламент, а предприниматели берут покупателей качеством. В Алдане школьники могут остаться без питания. Директора школ бьют тревогу и разводят руками. Дайджест новостей из Нерюнгри. Обзор событий у наших районных коллег. Пропавшие люди в Анабарском районе нашлись живыми, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Керчена, ее отец Олег Туприн и друг семьи Федор Спиридонов их нашли по следу бурана и встретились со спасателями. Сейчас они направляются в село Юрюнг-Хая. Сообщается, что они были обнаружены в местности Средней. У потерявшихся сломался снегоход. Они сбились с пути и скрылись в Балке, сказал телеканалу «Якутия-24» заместитель главы Юрюнг-Хаинского наслега Анна Николаева. Поиски велись 6 суток. Без 15:07 вечера нам позвонили со спутникового телефона наша 1-я и 2-я бригада и сообщили, что нашли их в Балке, наших потерявших. В 1-й бригаде трое, на 2 буранах Апаликов Виктор Анатольевич, Спиридонов Василий Константинович, Попов Илья Алексеевич. Во 2-й бригаде Спиридонов Петр Гаврилович, Туприн Леонид Иванович, Туприн Афанасий Спиридонович. Вчера нашли след, и сегодня весь день шли по этому следу. Нашли в Балке, у них сломался буран, и поэтому они сидели в Балке, чуть-чуть сбились с пути, и поэтому их не могли долго найти. Другим событием. Путин и Трамп проведут переговоры в Париже 11 ноября. Трампу будет приятно встретиться с президентом страны в Париже, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Переговоры пройдут в рамках мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Продолжительность встречи будет зависеть от самих президентов. Помощник российского лидера отметил, что у Путина и Трампа будут и другие возможности встретиться, но пока конкретная договоренность только одна. Владимир Путин предложил продлить на 2 года надзорные каникулы для предпринимателей. Цитата. «Практика показала, что есть сферы, где нужен постоянный, даже еще более жесткий контроль. Это прежде всего касается компаний, которые имеют так называемый высокий профиль риска, чья деятельность напрямую затрагивает жизнь и безопасность людей. Для всех остальных малых компаний, для самозанятых граждан предлагаю продлить надзорные каникулы еще на 2 года», сказал российский лидер на пленарном заседании форума «Малый бизнес. Национальный проект». Водитель перевернувшейся лодки в Тампонском районе помещен под домашний арест. Местный житель оказывал услуги по перевозке 8 пассажиров по реке Алдан на маломерном судне. На значительном удалении от берега лодка опрокинулась, все находившиеся на ее борту упали в воду. В результате происшествия 3 пассажира погибли. В ходе предварительного следствия назначены судебно-медицинские и эксплуатационно-технические экспертизы. В России окажутся под запретом автобусные перевозки без лицензии, а также без оснащения всех автобусов тахографами. Изменение в законодательство принято Госдумой в 3-м чтении, а сегодня его планируют рассмотреть в Совете Федерации. При обязательном лицензировании заказных перевозок водители будут обязаны ежедневно проходить медицинское обследование и соблюдать график движения. За отсутствие лицензии юридическим лицам придется заплатить до 50 тысяч рублей. При пожаре в городе Мирный погиб человек. В дачном районе по улице Мичурина в 4 часа утра произошло возгорание частного дома. Огнем уничтожено 30 квадратных метров. По словам соседей, в доме проживали 2 человека. На месте пожара обнаружено тело мужчины. Сейчас следственная группа выясняет причины, виновника и ущерб.
24 октября 03:59 поступил вызов на пульт ЦППС города Мирный о том, что на 4-м километре СНТ «Строитель» по улице Мичурина, дача номер 76, происходит пожар. На место вызова были высланы 2 отделения ПСЧ-1 города Мирного и 7 человек личного состава. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, дом поврежден по всей площади. Причины и виновное лицо устанавливаются. Резиденты ТОР «Кангаласы» запустили в производство новый продукт. Компания «Эгопласт» займется трубами и полозьями для саней из полиэтилена. Развернуть производство удалось лишь после того, как предприимчивые ребята стали резидентами ТОР. Что предпринимателям дал переезд в новое место и какие у них планы, в материале Дмитрия Тымырова. Новый завод по производству полиэтиленовых труб занимает площадь более 1 гектара. Здесь установлены 3 новых станка, которые производят продукцию из полиэтилена. В этом году переехали в ТОР «Кангаласы». Завод строили год где-то. У нас тут территория большая, да, во-первых. Это можем уже на склад работать. Это первое преимущество, да. Второе преимущество, за большой территорией мы построили большой завод. Здание большое. Из-за этого купили еще одну линию большую. Да? В заводе работает 10 человек. Инженеры-технологи с каждым станком обращаются практически на «ты». У нас здесь все автоматизировано. В компьютере задаем все параметры. И вон там, как видите, все само разбирается. Мы просто контролируем. Сегодня компания выпускает трубы как для водоотведения, так и для газоснабжения. В прошлом году, когда они располагались на территории города Якутска, выпустили более 100 километров труб. А в этом году этот показатель вырос уже в разы. На сегодня ими изготовлено уже более 300 километров. В связи с переездом на новое место они хотят увеличить объемы выпускаемой продукции и повысить качество товаров. Наша труба, во-первых, качественная, потому что мы делаем из первичного сырья. И мы не добавляем там, не покупаем другое сырье и не добавляем там никакие краски, химикаты. То есть у нас мы за качество своих труб отвечаем. Также находчивые предприниматели адаптировали свой станок под выпуск полозьев для саней и снегоходов. Это стало возможным благодаря работе инженера-технолога. Спрос на эту продукцию, как оказалось, пользуется большим спросом среди населения. Завод чуть-чуть изменил, модернизировал и полозья делаем. Вторичку трубы дробим, из тробички делаем полозья. Потому что люди приходят и покупают у нас трубы. Там по 3 метра покупают, там, по 2, по 4 метра. Самые толстые просят. Спросили, зачем вам? Под сани, под ложки делать. И как бы слишком спрос большой был. Из-за этого сделали уже готовую продукцию. Как отмечают предприниматели, сегодня основными потребителями готовой продукции компании «Эгопласт» являются муниципальные районы Якутии. А переезд на территории опережающего развития Кангаласы даст возможность выйти уже на более широкий рынок и даже за пределы республики. В планах компании расширить ассортимент товаров. Это выпуск полиэтиленовых листов и утепленных труб. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Кангаласы. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Как сдержать цены на хлеб? Народные избранники вносят предложения в парламент, а предприниматели берут покупателей качеством. В Алдане школьники могут остаться без питания. Директора школ бьют тревогу и разводят руками. Как бороться с авитаминозом осенью? Наши корреспонденты обратились за консультацией к специалистам. Дайджест новостей из Нерюнгри, обзор событий у наших районных коллег. Якутия-24, и мы продолжаем наш выпуск. Россия резко снизила импорт сахара, молока и мяса. А лидером по снижению импортных поставок в нашу страну в этом году стал сахар. Его ввоз сократился на 62%. Следом идут лук и чеснок, а также сухие молоко и сливки. Замыкают топ-5 товаров, чей ввоз заметно сократился: сгущенное молоко и мясо.
Аналитики продовольственного рынка отмечают, что во многом на этот расклад повлияла программа импортозамещения. По данным Минсельхоза, за первые 3 года ее выполнения доля импорта в потреблении свинины в нашей стране сократилась в 3 раза, а мясо птицы в 2,5 раза. Есть прогрессы и по другим товарам, но здесь еще есть к чему стремиться. Юлия, озаботились аналитики продовольственного рынка и ценами на хлеб. Да, Алексей, в Госдуме прокомментировали ситуацию с ростом цен на хлеб. Профицитный госбюджет страны позволяет выделить дополнительные средства на поддержку сельхозпроизводителей, чтобы приостановить рост цен на продовольствие, в том числе на хлебобулочные изделия. Хлебокомбинаты же объясняют необходимость повышения цен рядом факторов, в частности, удорожанием бензина, тарифов на электроэнергию, а также ростом цен на муку, инфляцией и ослаблением рубля. Добавлю, что средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки увеличились на 3% с начала года. А тем временем жители Устнеры убеждены, что цены на хлеб сможет удержать конкуренция, а создают ее индивидуальные пекари. Жители довольны не только тем, что теперь есть из чего выбирать, но и качеством продуктов в 2 пекарнях, которые работают в поселке. Тему продолжит Артур Старостин. Ежедневно прилавки магазинов райцентра наполняются различными видами хлебобулочных изделий. Хлеб – самый необходимый продукт. Время вспомнит, как все начиналось. Я как приехала сюда, в Устнеру, первый раз в 2006 году, мы раньше в ресторане пекли, там по-маленькому, там небольшой, там только лаваш, квадратный и национальный хлеб. А потом с 2008 года уже переехали в пекарню. В настоящее время пекарни мелекситян ведутся работы по ремонту системы отопления. Чтобы не оставить устнерцев без хлеба, его пекут ночью. Недавно в поселке появилась еще одна частная пекарня. Индивидуальный предприниматель Татьяна Короткова занимается выпечкой хлеба сама. Продукцию реализует по договору на рынке и в 2 магазинах. Приезжают с поселков, с сел близлежащих. Берут по 10, по 20 булок. Не так давно у предпринимателя сгорел дом, где располагался ее магазин, но она не опустила руки и решила освоить новое для себя дело. Купила все необходимое. Хлеб, выпеченный Татьяной, пришелся по вкусу покупателя. Начала хозяйка печь, и серый, и белый, очень вкусный у них хлеб. Вот сейчас покупаю только у них. Единственная проблема у предпринимателя – помещение. Под пекарню оборудована небольшая однокомнатная квартира. С ноября планирует расшириться и, по мнению многих, составить достойную конкуренцию опытным пекарям. Артур Старостин, Светлана Поцелуева, Павел Комин, Аймиконский район. Конец осени, начало зимы, пора авитаминоза, заболевание, которое довольно трудно определить, но при этом несложно избежать. Корреспонденты нашего телеканала поинтересовались у специалистов, какие витамины лучше принимать в осени и как следить за своим здоровьем. Репортаж с Аргеланы Захаровой. Хроническая усталость, ослабление иммунитета – лишь малая часть последствий авитаминоза. В осеннюю пору, ко всему прочему, добавим сезонную хандру. Как спасаются горожане от дефицита витаминов? Все равно в продаже так называемые свежие фрукты, они ничего в себе не несут. Так что БАДы. В лекарствах, конечно, больше. Концентрирование, по крайней мере. Конечно, с овощей и фруктов. Брусника, еще раз брусника. Кладезь витаминов. Лекарства или свежие продукты. Сегодня и те, и другие недешевое удовольствие. Однако на здоровье не экономят. Считает также и многодетная мама Алена Зимина. Когда есть период такой, что есть эти свежие и действительно хорошие фрукты, овощи, то желательно питаться ими. Когда это отсутствует или спадает на нет, то, конечно же, пить витамины. В холодильнике всегда свежие фрукты и овощи, молоко. Осень, к счастью, благодатная пора для источников витаминов, говорит Алена. О добавках пока можно не задумываться. Но сколько именно нужно человеку, чтобы пополнить запасы микроэлементов? Витамина А в сутки достаточно всего 1 миллиграмма. Он содержится в 6 граммах моркови, 50 граммах помидоров и в 2 штуках яиц. Чтобы пополнить суточную норму витамина В, достаточно съесть 400 граммов ржаного хлеба или 100 граммов гороха. Можно также съесть 200 граммов гречки, которая, кроме того, обогатит вас калием и магнием. Витамин С – это лимоны и апельсины, горсть земляники и кусочек цветной капусты. А самый солнечный витамин D хранится в 300 граммах рыбы, литре молока и 30 граммах сливочного
сливочного масла. Чем больше наименований в рационе человека, тем лучше, говорят диетологи. В мире нету ни одного продукта, который имеет в своем составе полноценный сбалансированный состав, который нужен для организма человека. Если с питанием еще с детства нас учили ешь морковку, в ней витамин роста, то по поводу физических нагрузок возникают споры. Стоит ли нагружать и без того уставший организм? Специалисты уверены, стоит. Главное – с умом. Плохие привычки убираем, заменяем на хорошие продукты, мы не голодаем, наоборот, кушаем каждые 2-3 часа. Да, также, если режим восстановить, если мы спим по 6-7 часов в течение дня, у нас не будет особо усталости. Также такие нагрузки, да, 3 раза в неделю этого хватит. То есть 3 раза в неделю это у нас получается через день. Мышцы будут восстанавливаться. Худеть во время витаминоза тоже можно, но голодовкой эффекта не добиться. Истощенный организм рано или поздно сдастся, и человек сорвется. В вопросе, что же лучше, свежие продукты или лекарства, диетологи отвечают, пренебрегать добавками не стоит. Главное помнить, что каждый организм индивидуален. Правильное питание, здоровый образ жизни и осенний витаминоз не страшен даже в долгую якутскую зиму. Саргалана Захарова, Григорий Хлопков, Якутск. Если в борьбе с авитаминозом, как в поговорке про утопающих, дело рук тех, кому не хватает витаминов, то острее стоит проблема со школьным питанием. В Алдане школьники могут остаться голодными во втором полугодии. Дело в том, что муниципальная столовая, которая готовит горячие обеды для нескольких городских школ, не сможет выполнять госзаказ из-за отсутствия поваров. Этот вопрос назрел еще в конце прошлого учебного года, и сейчас директора школ ищут выход. В ситуации разбиралась Татьяна Вахнина. Наталья Морозова заступила на смену в 5 часу утра. Рабочий день заканчивается. Дети сыты, посуда вымыта. Наталья работает в столовой школы номер 1. Горячая выпечка, напитки, десерты. Накормить 1000 школьников не шутка. Горячие обеды повара муниципальной столовой «Кимё» готовят как для воспитанников первой школы, так и для учеников школы с углубленным изучением отдельных предметов. Я вообще повар мясного цеха. Я катаю котлеты, все это мясо на мне. Ну, здесь девчонкам помогаю, конечно, иначе никак. Муниципальная столовая «Кимё» выполняет госзаказ по предоставлению горячего питания для нескольких алданских школ. Повара готовят обеды на базах 1 и 2 школ. Если во 2 школе кухня заработала с сентября, то в 1 столовая открылась пару недель назад. Это было связано с капитальным ремонтом. Конечно, в этом году сделан очень большой ремонт. Вы видите, очень светлое, большое помещение. Заменена часть оборудования в цехе, в пищевом цехе. Пока готовить обеды не представлялось возможным, школы выходили из положения самостоятельно. Столовая заработала, однако назревает проблема иного характера. Договоры на организацию питания между КИМё и школами заключены до 31 декабря. Будут ли контракты продлеваться по истечении сроков, неизвестно. В КИМё не хватает поваров. В школьные столовые направляются сотрудники производственных цехов. В свою очередь, сил, остающихся на производстве, недостаточно. Есть такое, конечно, у нас не хватает, вообще катастрофически не хватает народу. Так, но все равно, не знаю, выкручиваемся, руководство старается наше. Вопрос с организацией питания в алданских школах назрел в конце прошлого учебного года. Кто и как будет готовить горячие обеды детям во втором полугодии, руководители учебных заведений уже сейчас рассматривают различные варианты. Ситуация находится на контроле главы района. Татьяна Вахнина, Сергей Шупачев, Алдан. Большой урожай капусты и картофеля в этом году в Ленском районе, а забывать некому. Заключить контракты с промышленными предприятиями, работающими на ленской земле, не получается. Продажа в соседние районы тоже идет плохо. Какой выход из ситуации находят фермеры, узнавала Анна Кожевникова. «Как потопаешь, так и полопаешь», гласит русская народная поговорка. Но актуальность ее для современных крестьян с каждым годом все больше теряется. Урожай только капусты в Ленском районе у крестьянско-фермерских хозяйств в этом году достиг 1700 тонн. Это примерно на 300 тонн больше, чем в прошлом. Но проблема реализации сельхозпродукции остается нерешенной. Фермеры не могут заключить контракты с промышленными предприятиями, а так называемые перекупы норовят приобрести товар, совсем забросывают цену. У меня договоров таковых нету, потому я все, что выращиваю, продаю здесь в городе Ленский. Снизить для нас это тоже затратно, потому что себестоимость продукции, мы, может быть, даже себестоимость продукции оправдаем, а на что жить дальше, вот это мы уже нет.
нам бы актуальная цена где-то 25-30 рублей за килограмм картошки, капусты. Но у нас уже машины приезжают по 10 после. А у нас себестоимость где-то в килограмме идет 8 рублей. Вот мы 2 рубля всего будем иметь, а 2 рубля-то что это, смех, а нам до следующей осени надо на это жить. Его односельчанам повезло немного больше. У крестьянско-фермерского хозяйства Балаевых есть действующие контракты. Они поставляют свою продукцию на Тасуряхское месторождение и в детские сады Ленска. Но положение это не спасает. Договора заключаются с организациями. Есть с Братска, оттуда конкуренты, оттуда в основном все везется. Помочь решить вопрос реализации стараются специалисты сельхозуправления. Мы дали коммерческое предложение в Мирный, направили и поработали с Мирнинским УСХ, с администрацией, с торговым отделом. Они рассылали наши объявления по разным организациям, по садикам, по больницам. В таком плане мы работали. В таком же порядке отработали с Сунтарским улусом и договорились в Ленске с помещениями для хранения по невысокой цене. Но не все сельхозпроизводители могут элементарно доставить овощи в Ленск. Мы находимся в отдаленной местности, то есть мы находимся за Южной Нюей 40 километров. И у нас урожайность мы собрали в этом году почти 200 тонн картофеля. Но из-за транспортной схемы мы реализацию будем производить зимой. В основном свою продукцию фермеры реализуют на улицах Ленска, где торговые точки выделяет администрация города. Сейчас будут, конечно, продавать и в том числе местную продукцию. Это ближайшие поселки, поселок Мурья, Южная Нюя, Бичинча. То есть начинают везти оттуда продукцию свою продавать. Да, этот процесс есть. Мы также все это, они с нами согласовывают. Мы таким же способом выдаем разрешение на продажу овощной продукции, конечно, да. Поздняя осень – самое время для заготовки на зиму квашеной капусты. Излюбленное блюдо русской кухни, которое пользуется популярностью у ленчан. А закупать сельхозпродукт горожане стремятся у местного производителя, чьи точки продажи расположены на улицах города. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Далее эфир телеканала «Якутия-24» продолжит события Нерюнгри, о которых расскажет наша коллега Екатерина Павлова. Добрый вечер. В столице Южной Якутии продолжается осенний призыв. Первые будущие рядовые на распределительный пункт были направлены в начале октября. Вторую группу призывников военный комиссариат направил на распределительный пункт в город Якутск сегодня, 24 числа. В ходе кампании, которая продлится до 31 декабря, от Нерюнгринского района «Отдать долг Родине» будут призваны порядка 86-90 человек. В основном ребят направят в части Дальневосточного военного округа, и распределение будет зависеть от многих факторов, от категории годности и профессиональных навыков и тому подобное. В штатном режиме постоянно ведется работа по розыску призывников, уклоняющихся от воинской обязанности. При этом работники военкомата отмечают активную явку некоторых призывников с просьбой призыва и отправки их служить в ряды вооруженных сил. Молодые люди, в принципе, идут желанием сказать таких, что ярых противников призыва установлено, выявлено не было. Люди согласны служить, понимают, осознают. То есть это, с одной стороны, конечно, радует, что смена растет, и смена есть, которая перенимает те традиции, которые были в наше время. В Нерюнгри завершился третий региональный отборочный этап финала 4-го национального чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс-2018». По традиции он проводится среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Рабочий сайт за 3 часа. Задания для участников направления веб-дизайн общее. Подходы разные. 2018 объявлен в Нерюнгринском районе годом волонтеров. Это и подсказало тему для чемпионата «Обилимпикс». Победителем стал нерюнгринец Алексей Кондратьев. Его сайт удобный, яркий и, главное, понятный. Я буду стараться. Хочу первое место. И перед мамой и папой силую всем. В компетенции ремонта и обслуживания легковых автомобилей никакой интриги. Второй год подряд лучшим становится Алексей Копылов. У парня нет времени на отдых, готовится к национальному чемпионату «Обилимпикс». Безусловно, готов.
настроен на победу, радость. Всем большое спасибо участникам, экспертам. Перед победителями новая задача – подтвердить высокий уровень на национальном чемпионате в Москве. Отстаивать честь Якутии они будут в конце ноября. Вот такие сегодня события были в жизни Нерюнгринского района. Будьте в курсе всех новостей Южной Якутии вместе с нами. До свидания. Всего хорошего. А в Якутске сегодня подвели итоги чемпионата России по боксу. От имени правительства Якутии были награждены все соорганизаторы турнира. Напомню, сборная республики завоевала одну золотую медаль. Ее заработала в весовой категории до 49 килограммов лидер якутской сборной Василий Егоров. Он же и был признан лучшим боксером турнира. Победители чемпионата страны возглавили рейтинг на попадание в сборную России для участия в чемпионатах Европы и мира. Дальнейшую их судьбу решат выступления на рингах международных соревнований. Проведение этих мероприятий – это особый. Мы всегда, именно организационный комитет ведет работу, усиленную работу по всем направлениям. И это организация, волонтерская организация. Очень большой опыт набирают и наши учреждения подведомства Министерства спорта. И также мы сами лично, вот, руководство тоже от таких мероприятий много опыта набираем. В Ленскую автобазу поступило 5 тягачей «Вольво». Кто-то поедет на север доставлять груз для компании «Алроса», а кто-то будет заниматься перевозкой руды на Верхнемунском месторождении, которое разрабатывается на базе Удачнинского ГОКа. Но для всех новых тягачей и автопоездов, поступивших в распоряжение Ленской автобазы и автобазы номер 3 Удачнинского ГОКа, найдется применение. Новые модернизированные автомобили проходят технический осмотр в ленских авторемонтных мастерских, а на Верхнемунское месторождение отправится 24 «Скании» и 20 «Вольво». У нас в этом году по плану технического перевооружения 2018 года должно прийти, в общем, по компании, по МТП и ЛТП 10 автомобилей Volvo. Но пока пришли вот 5 автомобилей, которые сейчас у нас в автобазе. По следующему, по зимнику, скорее всего, придут еще 2 автомобиля нам по распределению и 3 автомобиля в Миринский участок. До этого у нас расстояние было от карьера до фабрики 3-4 километра, а сейчас Верхнемунское месторождение 150 километров. То есть большегрузные самосвалы карьерные туда уже как бы не целесообразно использовать. Поэтому вот перешли на автопоезда и зараз перевозим 95 тонн. По экономичности, по всем параметрам они превосходят эти катера, катерпиллеры, которые у нас работали. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам!